С криминальными происшествиями последних дней нас познакомит рубрика «Вести. Дежурная часть». В студии уже появилась ее ведущая и моя коллега из пресс-службы МВД Алена Николаева. Алена, здравствуй. Я так понимаю, главная новость этих дней пришла из Алатыря, где была задержана целая группа преступников. Здравствуй, Екатерина. Да, чувашским полицейским удалось поставить точку в серии вымогательств по отношению к алатырцам. Несколько местных жителей возомнили себя криминальными героями 90-х и обложили данью городских предпринимателей. Егор Алексеев расскажет, как удалось задержать этих рэкетиров. В Алатыре сотрудники полиции совместно с бойцами из СОБР Росгвардии провели спецоперацию по задержанию подозреваемых в вымогательствах. В ходе мероприятия в руки стражей порядка попало 5 местных жителей. Фамилия, имя, отчество? Я попугай, что ли? Еще раз повторите, пожалуйста. Я попугай? Нет, еще раз повторите, запишите, пожалуйста. Посмотрите. Мужчинам от 36 до 45 лет. Несмотря на серьезный возраст, некоторые из них нигде не работают. Об источниках дохода остается лишь догадываться. Работаете? Временно нет. Как давно не работаете временно? Как был условно осужден. С какого года? 2 года назад. 2 года назад. Да. Все 5 задержанных оказались неоднократно судимыми гражданами. Чем сейчас привлекли внимание полицейских, мужчины недоумевают и любую причастность к криминалу отрицают. Ранее судимы? Да. За что задержаны? Я откуда знаю, за что. За что задержаны? Знал бы. То есть вы не знаете, за что задержаны? Даже представление. В тот же день сотрудники уголовного розыска МВД по Чувашии и Росгвардии доставили злоумышленников в Чебоксары. В отношении них возбудили уголовные дела по статье вымогательства. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства правонарушений, отрабатывают причастность алатырцев к совершению других похожих эпизодов.